Сахарный диабет – полиэтиологическое заболевание. В основе развития заболевания много причин. Актуальность проблемы состоит в том, что, в общем-то, на сегодняшний день мы отмечаем рост заболеваемости по сахарному диабету. Сахарный диабет разделяется на диабет первого типа и второго типа. Сахарный диабет первого типа заболевание связано с абсолютной инсулиновой недостаточностью. В основе лежит пусковым механизмом заболевания является вирусная теория. Вследствие воздействия вируса на клетки поджелудочной железы развивается хроническое воспаление, инсулит, и запускается аутоиммунный механизм, вследствие чего все клетки поджелудочной железы поражаются и перестает вырабатываться инсулин, то есть гормон, понижающий уровень сахара в крови. Диабетом первого типа болеют люди до 30-летнего возраста. Сахарный диабет второго типа преимущественно наследственная причина заболевания. Фактором риска развития диабета второго типа являются лица с ожирением, с избыточной массой тела, с повышенным артериальным давлением, с наследственной предрасположенностью, то есть те, у которых в наследстве кровные родственники больны сахарным диабетом. Беременные женщины, родившие ребенка более 4 килограммов, и сами дети, родившиеся весом более 4 килограммов. То есть многоплодные беременные, старородящие беременные, все это входит в группу риска больных сахарным диабетом второго типа. Во всем мире насчитывается огромное число больных сахарным диабетом. По Российской Федерации в регистре зарегистрировано 4,5 миллионов больных диабетом. Это те, только которые зарегистрированы. Причем такая статистика, что на одного зарегистрированного больного еще, кроме того, определяется 2 больных, которые не зафиксированы в регистре. То есть цифра реально около 8 миллионов по Российской Федерации больных сахарным диабетом. У нас среди прикрепленного 34 тысяч прикрепленного населения около 1000 больных льготников, больных сахарным диабетом. То есть те, которые получают на бесплатной основе сахароснижающие медицинские препараты. Причем каждый год увеличивается рост. Идет рост заболеваний диабетом не только во всем мире, но именно и у нас по Чувашии, и по городу Канашу. То есть среди впервые выявленных около 40 человек на сегодняшний день. Растет, как правило, диабет второго типа и во всем мире, и у нас. Среди впервые выявленных диабет первого типа, то есть те, которые с абсолютной инсулиновой недостаточностью, 4 человека. Все остальные – это сахарный диабет второго типа. Я уже сказала, что ведущую роль здесь имеют значение факторы риска, которые я перечислила. Но чтобы так маленько актуальность проблемы подчеркнуть, по всему миру каждые 5 секунд заболевает один человек сахарным диабетом, каждые 7 секунд умирает от сахарного диабета. Причиной смерти среди лиц сахарного диабета первого типа – это, как правило, смерть от диабета считается, это умершие от хронической почечной недостаточности, гангрены. Среди диабета второго типа причиной смерти, как правило, чаще всего причиной смерти таких больных диабетом второго типа являются сердечно-сосудистые заболевания, то есть это инфаркты и инсульты. И на сегодняшний день даже считают, что сахарный диабет можно отнести к сердечно-сосудистым заболеваниям, потому что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас стояла на первом месте, а сахарный диабет у тех больных, у которых имеется сахарный диабет, они заболевают, у них инфаркты и инсульты встречаются в 10-12 раз чаще. Каждые 72 секунды операции проходят по поводу ампутации нижней конечности на фоне диабетической макро- или микроангиопатии нижних конечностей. Осложнениями сахарного диабета бывают острые и хронические. То есть острые осложнения – это гипо- и гипергликемические комы. То есть гипогликемические комы, когда внезапно снижается уровень сахара в крови, гипергликемические комы, когда не компенсирован сахарный диабет, больные длительное время ходят, не обращаются и в последующем поступают уже к нам с высоким уровнем сахара в крови. К моменту выявления сахарного диабета около 50% больных уже имеют поздние осложнения сахарного диабета. И раньше, если мы говорили, что если в течение 5 лет больной страдает сахарным диабетом и у него уровень сахара в крови скомпенсирован, то есть он приближен к нормальным значениям, больной уже в 50% случаев имеет сосудистые осложнения. На сегодняшний день считается, что в течение года даже при нормальной компенсации сахарного диабета все сосудистые осложнения у больного налицо.
Когда больные обращаются на прием, при выявлении повышенного уровня сахара в крови, в диабетическом диапазоне, а это значит, какой диабетический диапазон, уровень сахара в крови натощак из капиллярной крови, то есть той, которая берется у нас из пальчика, 5,5 верхней границы нормы, из венозной крови 6,1. Через 2 часа после еды и из капиллярной, и из венозной крови уровень сахара в крови до 7,8 миллимоль на литр. То есть, если выше этого диабетического диапазона, мы назначаем дополнительные обследование для подтверждения или для исключения сахарного диабета. Это идет у нас либо тест толерантности глюкозы или уровень сахара на гликированный гемоглобин. При наличии гликированного гемоглобина выше 6,5% больных берем на учет с впервые выявленным сахарным диабетом. Для выявления диабетической ретинопатии всем больным с сахарным диабетом один раз в год показана плановая консультация специалиста-окулиста, то есть осмотр обязательно глазного дна. Для чего это проводится? На глазном дне с течением сахарного диабета выявляется так называемая ретинопатия, то есть своевременно мы должны больного направить на лазерную фотокоагуляцию, потому что зрение может длительное время субъективно оставаться нормальным, но на глазном дне уже происходят изменения, и если своевременно таких больных не провести им лазерную фотокоагуляцию, зрение может ухудшаться. Также один раз в год по стандартам лечения показано и ведение больных с сахарным диабетом, показана консультация невропатолога и консультация кардиолога. Невропатолог осматривает для выявления поздних сосудистых осложнений диабетической полинейропатии, кардиолог для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, то есть гипертонической болезни, которая идет на первом месте, и ишемической болезни сердца для своевременного назначения препаратов, снижающих уровень артериального давления, снижающих уровень холестерина в крови, то есть убирающих всех тех факторов риска, от чего, в общем-то, развивается у нас сердечно-сосудистые катастрофы. То есть я уже сказала, что у больных с сахарным диабетом, инфаркты и инсульты встречаются в несколько раз чаще, чем у лиц, у которых этого заболевания нет. Так, ну и по диабетической макроангиопатии также еще у нас идет поражение сосудов нижней конечности. К сожалению, недостаточная компенсация уровня сахара в крови приводит к тому, что развивается атеросклероз не только в сосудах сердца, но и атеросклероз сосудов нижних конечностей, в артериях. И проявляется это в начальном этапе снижением чувствительности, чувством ползания мурашек, то есть так называемой полинейропатией. Развиваются трофические язвы и гангрены нижних конечностей, которые заканчиваются ампутациями нижних конечностей. Кроме того, что хочется сказать про ишемическую болезнь сердца, особенности течения при сахарном диабете. При сахарном диабете уровень артериального давления и ишемическая болезнь сердца протекает бессимптомно. То есть, если больной без сахарного диабета чувствует какие-то неприятные ощущения сердца, болевой синдром у него присутствует, то в силу наличия полинейропатии у больных с сахарным диабетом, так называемая висцеральная полинейропатия, когда поражаются нервы, кровоснабжающие сердечную мышцу, болевой синдром может отсутствовать. И присутствуют так называемые безболевые формы. И больные поступают часто в тяжелом состоянии уже с кардиогенным шоком, то есть когда низкий уровень артериального давления у него, с нарушением всевозможными ритма, а болевой синдром, как правило, у них отсутствует. Так, ну что еще хотелось бы сказать все-таки по профилактике сахарного диабета. Это прежде всего снижение веса тела, как показывает статистика, избыточная масса тела, индекс массы тела от 25 до 30, и лица с ожирением, то есть у тех, у которых индекс массы тела более 30, идут группы риска по развитию сахарного диабета. И как показывает статистика, в ближайшие 5 лет у больного с избыточной массой тела развивается артериальное давление, то есть часто это давление не фиксируется. То есть больные не обращаются, не измеряют свой уровень артериального давления, а раз они его не измеряют, они, естественно, не проводят лечение. И вот среди этой категории больных идет большой процент больных именно с сосудистыми осложнениями, то есть те, которые не знают о своем заболевании, неправильно лечатся и, естественно, поступают уже с тяжелыми осложнениями, инфарктами и инсультами. Значит, через 5 лет после того, как развилась гипертоническая болезнь, как показывает статистика, чаще у таких больных развивается сахарный диабет второго типа. То есть мы уже приходят они больные на поздних, часто приходят с высокими сахарами, когда мы берем их уже на учет, и они уже имеют сосудистые осложнения, которые я перечислила.
Так, значит, первым, что хочется сказать, это борьба с лишним весом является профилактикой и сахарного диабета, и сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, как уже доказано, что на сегодняшний день избыточный вес и лица с ожирением часто страдают онкологическими заболеваниями, и поэтому профилактика снижения веса является профилактикой и онкологических заболеваний, которые на сегодняшний день тоже имеют рост. По степени компенсации сахарного диабета мы ориентируемся на уровень гликемии, то есть уровень сахара натощак и через 2 часа после еды. То есть для каждого больного свой уровень, диапазон гликемический, так скажем, в котором он должен находиться. То есть уровень сахара в крови у молодого человека, который, допустим, 30 лет находится на инсулине, и уровень сахара там, у бабушки, у пожилого человека, у которому 80 лет, у них, естественно, целевые сахара будут разные. То есть тут все зависит от наличия сопутствующих заболеваний, от стажа диабета, от наличия сосудистых осложнений, и определяется этот целевой диапазон врачом-эндокринологом или врачом общей практики. К сожалению, приходят больные, даже не имеют некоторые из них глюкометра. То есть средство самоконтроля является основным в прогнозе заболевания для профилактики развития поздних сосудистых осложнений. Следующий показатель, на который мы ориентируемся, должен проводиться всем больным сахарным диабетом. Это 1 раз в 3 месяца уровень гликированного гемоглобина. К сожалению, некоторые больные со стажем диабета более 20 лет приходят на прием и не знают даже, что такое гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин – это среднесуточное содержание сахара в крови за последние 3 месяца. То есть определяет их, почему называется гемоглобин. Это количество сахара, связанного, так скажем, с эритроцитами. Да? Продолжительность жизни эритроцита 120 дней. Через 120 дней эритроцит погибает. И вот по уровню этого гликированного гемоглобина мы определяем среднесуточный сахар последние 3 месяца. И тоже этот показатель для разной категории индивидуален, то есть индивидуален для каждого больного и зависит уже от вышеперечисленных факторов, то есть возраста, наличия сосудистых осложнений и стажа диабета, перенесенных инфарктов и инсультов. Сахарный диабет – это не приговор. И продолжительность жизни сахарного диабета при хорошей компенсации не отличается от продолжительной жизни, значит, от таковой у лиц без сахарного диабета. Поэтому сахарный диабет – это образ жизни, и компенсация сахарного диабета – это значит знать свою гликемию целевую натощак через 2 часа после еды в разное время суток. Не только там в 11 часов проверяется, но проверяется в 14, 16, 18, 21 час. И уровень гликированного гемоглобина. То есть все больные на инсулине, которые должны посещать врача-эндокринолога 1 раз в 3 месяца. Больные диабетом 2-го типа врача-эндокринолога должны посещать 1 раз в полгода при хорошей компенсации, при достижении целевых показателей гликированного гемоглобина. Раз в 3 месяца проверяют гликированный гемоглобин у врача общей практики, то есть если этот показатель выше целевых значений, направляется к врачу-эндокринологу. Спасибо за внимание.